друзья, все-таки в том ролике я не успела выложить пирог готовый. Снова добрый день. Дарья Михайловна, с вами снова Лейла. И я продолжаю, видите, пирог у меня я не успела, уже без 26. Ролик у меня Ибрагим монтирует. Я не успела его испечь даже. Так что будем, вот, сейчас я поверну камеру и покажу, что буду делать дальше. Вот так вот. Теперь взбила я 2 желтка и белок даже вместе с ним. Намажу пирог. Видите, он очень хорошо подошел. Но, конечно, не так быстро, как бы мне хотелось. Сейчас быстро смажем и поставим в духовку. Но он испечется. Ифтару как раз будет горячий, как я хочу. Ну, пока мы будем есть, пока дойдет до чая, пока помолимся, пока сделаем намаз, он остынет, по идее. Вот так. Как я и говорила в том ролике, друзья, сегодня я не буду... Ой, я слишком сильно намазала, он подошел слишком сильно. Очень пышное тесто. Я не хочу сегодня ничего мясного. Я вам сейчас покажу. Постоянно мясо тоже, конечно, надоедает. Уже 6 часов, а мне надо еще и молоко просепарировать, чтобы была свежая сметана с творогом, с картошечкой. Сейчас Ибрагим смонтирует мой ролик. Пошли его в магазин за зеленым луком. Вот у меня сегодня такая причуда. Хочу зеленый лук. Подождешь, я записываю. Картошку, сметана с творогом и... Я уже тесто замесила, будут у меня лепешки без ничего. Вот поставлю сепаратор и буду уже делать лепешки. Все вместе, как всегда, друзья. У меня не может быть легких путей. Все. Не знаю, если он сейчас нормально испечется, вроде бы подошел шикарно. Этот кусочек немного опустился, я его слишком сильно придавила. Так, ну и кунжутными семенами немножко просто так присыпем. Раз они у меня есть, почему бы нет? Вообще говорят, очень полезны кунжутные семена, особенно людям, у кого перелом. Друзья говорят, быстрее срастается. Я начинаю немного погромче говорить, потому что боюсь, чтобы опять будут говорить, что я говорю тихо. Нет у нас этих микрофонов нигде в Ингушетии. Вот теперь будем заказывать беспроводной. Микрофон стоит очень дорого, если честно, но надо покупать по заказу. Так что терпите немножко, друзья. Вот такой вот пирог. Поставим в духовку на 180 градусов. А там посмотрим, как он испечется. На 180 градусов. А там посмотрим. Так, сейчас вас подниму. Вот, смотрите. Молоко вон согрелось, стоит у меня в кастрюле. Сейчас еще вас подниму, наверное. Не знаю, меня будет видно. Масло растопило, видите, какое красивое масло получилось. Ага, Ибрагим помогает мне. Говорят, полезно именно топленое масло, даже чем это сливочное покупное, на сухую, поэтому мы понемножечку будем есть. Так, второй пирог, как видите, тоже на подходе. Сейчас включу газовую плиту на улице, но не пирог буду ставить, а картошечку. Вот так вот я приготовила картошечку. Сейчас ее немножечко смажу маслицем и в духовку. Вот именно вот так вот я хочу ее испечь. Обычно я пеку, конечно, целиком, я не знаю, переставила, видно, не видно. Картошку целиком пеку. А тут слишком огромная, она, видите, большая, и поэтому я ее разрезала пополам. Вот, все, пойдет она сейчас в духовку под навесом. Вот такой вот у нас будет ифтар сегодня. Так, друзья, короче, у меня идет работа, процесс, но вы не будете слышать, если я не подойду поближе к телефону. Как видите, молоко сепарируется. Сейчас буду печь наши ольгиш.
Картошка печется, пирог тоже печется. Но пока отключусь, потому что шумно, меня не будет слышно. Ну вот, друзья, в реальном времени показываю, что и как у меня тут происходит. Так, у меня уже испекся один пирог. Молоко тоже я уже все просепарировала. Сметанка свежая. Мне наконец-то наладился мой сепаратор. Вот смотрите, какой пирог. Сейчас надо было ту подставку. Сейчас минуточку. Нельзя портить. Ну, пока оставим в этой сковороде пусть. Видите, какой красивенький? Красивенько, да? Вот такой вот пирог получился у меня. Легкий, значит, хорошо испекся. Теперь я намажу сюда тоже желток и тоже поставлю дальше в духовку. Картошечка потихонечку печется. У меня есть еще где-то полчаса времени. Друзья, процесс идет. Так, значит, я накрошила творог. И теперь залью сметанкой свежей. Так, значит, вот, смотрите, перемешала творог и сметанку. Это будет с картошкой. И сейчас послала за лучком. Не знаю, будет в магазине, нет. Посмотрим. Это очень вкусно, друзья. Особенно с этими лепешками, с ольгиш, с печеной картошкой или с вареной картошкой. Это просто бомба. Особенно, когда кушать хочешь. Видишь, когда болтаю, вот так вот я и делаю. Ну ничего. Вот так вот, друзья, проходят мои дни. Ничего, к вечеру вроде бы мне немножко стало получше, если честно. Так, друзья, ну и вот такой вот получился у меня сегодня, можно сказать, легкий, но очень вкусный ифтар. Свежая сметана с творогом, очень вкусно. Такие вот прям горячие лепешки ольгиш, печеная картошка и свежий лучок зеленый. Как раз лучка, к сведению, в магазине не было. Я его сорвала уже с огорода. Видите, уже можно понемножечку его рвать. Вот так вот, друзья. Мы, если честно, уже успели поесть и помолиться. И дети мои все разошлись. К сожалению, у нас от пирога практически ничего не осталось. Не то, что от пирога, от 2 пирогов. И поверьте мне, на слава пироги были очень вкусные, друзья. Даже мама сказала, эти пироги хотя бы неделю в один раз печь, ну, чтобы я их пекла хотя бы 1 раз в неделю. Ей очень понравилось, особенно в горячем виде. Да и все в моей семье любят пироги почему-то в горячем виде. В холодном виде мы их не едим практически. Я сама люблю, чтобы был есть именно когда он горячий. Вот так вот, друзья, сегодняшний день. Ролик, конечно, другой уже у меня запускается перед этим, который снятый. Но я думаю, вы досмотрите. Просто действительно мне хотелось в разрезе показать пирог, но не получилось. Потому что это все у нас как-то быстро, спонтанно произошло. Надо было быстро накрывать. Они еще с работы уставшие, голодные. Так что вы меня извините. В следующий раз, когда буду печь пироги еще раз, надеюсь, я покажу их нормально в разрезе. Ну, вот так вот, друзья. Попробуйте и такой ифтар. Не всегда же мясо готовить. Это очень вкусно. Мои дорогие, доброе утро. Эрдик Хелшин. С вами снова Лейла. И у нас недавно только рассвело. Как видите, горы, петухи во всем селе кричат. И вот так вот сходит солнце.
Не знаю, видно ли вам, нет, ну вот. Тишина, красота. Только звуки голубей и петухов. Небо такое синее, красивое, не знаю, вроде бы солнце. Обещают дожди у нас снова, но пока вот так вот. Еще даже уличный фонарь горит. Вот. Только рассвет. Красота. Если бы не эти дома, было бы здорово. Видно было бы все. Я только выхожу из дома после намаза. Ну, намаз-то был давно, но я не выходила. Теперь буду заниматься своими делами. В первую очередь подаю корову и вперед. Надеюсь, у всех утро хорошее, у всех все хорошо. И давайте радоваться новому дню. Утро хоть и обещалось быть вроде бы солнечным, но после обеда уже прохладненько, друзья. Так, я купила вот такие вот 4 куста роз. Хочу посадить. Вот выкопала лунки, пролила их. Сейчас они немножечко пропитают воду и посажу. Видите, мои карликовые тюльпаны начинают расцветать уже. Бутоны появились. Это радует. Ну, как-нибудь я куплю высокие тюльпаны. У меня все они низкорослые, как видите. Везде вот бутончики. Вот такие вот желтые. Я очень люблю желтые тюльпаны. Очень люблю желтые розы. Вот одна из этих роз тоже желтая у меня. Не знаю точно какая. Сейчас посажу. Хоть я и борюсь с этими розами. Все, что подсажено, у меня все время вот пропадает. Уже 2 розы. Вот в прошлом году я посадила 4 было, да. Из них 2 розы высохли. 2 вроде бы еще немножко держатся. Вот единственные 2 вот эти вот большие розы, которые я вам еще вчера показывала, они у меня как-то держатся. Как обрезала, так и не выкинула эти штучки. Не доходят руки до всего. Вот так вот, друзья. Не знаю. Хочу палисадник, чтобы был красивый, но все равно у меня в таком плачевном как бы виде, может быть, по ходу чуть-чуть летом будет красивее, посмотрим. Когда-то действительно был пышный, красивый, хоть я и сама не люблю, когда говорят, что у меня когда-то что-то было хорошо. Но этот палисадник 100% пропадает у меня из-за того, что тень большая. Практически полдня здесь бывает тень. И особенно вот этим вот пионам все время не хватает света. Да и этим тоже не хватает света, поэтому не очень-то тут все растет. Ну все, сейчас посажу розы. Все потихонечку делаю. А после сухура сегодня не помыла посуду, легла. И вот до обеда возилась с посудой, с уборкой на кухне. Отдохнула после обеда и вот вышла. И что-то холодно, если честно. Вчера так хорошо было, тепло. Я еще цыплят сегодня вынесла. Я еще с утра их вынесла. Было солнышко. Ну, а сейчас холодно. Наверное, обратно их надо будет заносить. Ладно, сейчас посажу. Главное, перчаток у меня нет. Ну вот, посадила. Полила. Выполнила. Это у меня не сорняк, это календула, как я говорила. Подожду, пока немножко подрастет, и пересажу. Хоть и простой цветочек, но он мне нравится, если честно. Постоянно цветет. Так, все, посадила. Вот одним вот этим вот кустиком недовольна. Но есть вроде бы почки. Небольшие живые почки есть. Вот. Просто листочков нет. Ну, надеюсь, вырастут. Ой, если Всевышний даст, то вырастут. Так, друзья, теперь мне надо быстро бежать в аптеку, в ветаптеку. Цыплятам покупать кое-что. Сейчас пойду переоденусь. Ну вот, друзья, переоделась, и теперь пойдем мы с вами в ветаптеку.
Вроде бы все нормально. Ну, пойдемте. Видите, прохладно, я уже в куртке. Утром было тепло. И посмотрим, что там у нас. Так, ну, пока никого. Мне бывает неудобно идти с селфи-палкой. Не могу еще пока привыкнуть, я не тот еще блогер. Так, ветрено, у нас холодно. Так, и все-таки селфи-палкой меня не будет слышно. Я поэтому перевернула. И пойдем так. Так, друзья, уже звучит азан. Дороги, конечно, шумно, но была уже в ветаптеке, сходила в один магазин. Теперь иду в другой магазин, мне нужно купить мед. Вы не поверите, для кого? Для цыплят. Я буду пропаивать их такой методикой, второй раз пробую. Вроде бы ничего, работает. Потом расскажу. Там. Так, вот рядом со мной магазин. Купила себе кое-что. Вот на таких просторах я живу. Здесь рядом поля, нет домов. Это самый ближайший магазин от меня. Ветер стих, и я уже почти у себя на дворе. Мне очень нравятся соседи, эти сосны. Огромные, красивые ели у них во дворе и сосны. Нарвала крапиву для своих цыплятушек. Вот здесь вот как раз купила перчатки. И пойдемте теперь домой. Так, ничего такого путного, конечно, не купила, потому что в магазинах у нас, ну, дороговато, по идее. Купила маленькую баночку меда. Ну, сейчас покажу, наверное. Видите, утром, когда я выходила, почти только, да, уже был рассвет, только рассвело часов, ну, где-то 6 часов было, когда я снимала. Горы были видны, видите, как уже стало пасмурно, как будто бы это даже не тот день. Вот настолько изменилась погода после обеда, даже, по-моему, чуть-чуть подмораживает. Вернее, моросит. Наверное, неправильно подмораживает. Вот так вот. Вот мой дом. Мой двор. Мы пришли. Друзья, в принципе, хоть показывать и нечего, но раз вы со мной были в магазине ветаптеки, покажу, что купила. Увидела баклажан, захотелось мне пожарить себе баклажан на ифтар. Я, знаете, как люблю? Просто так. Дольки посыпаю солью и на сковородке чуть-чуть масла, даже можно запечь, не то, что там жарить. Без ничего, без помидоров, без соуса, без ничего. Просто так, один баклажан. Так, купила изюм. Этот изюм я купила, чтобы поесть. Ну, в принципе, просто так. А с этого, наверное, буду делать сладкий плов. Но вряд ли сегодня. Купила грецкий орех, купила арахис, купила чечевицу красную. У меня была зеленая, но хочу из красной чечевицы сварить супчик. На ифтар купила свеколку, тоже на салатик. Ну, что еще? Я люблю сок апельсиновый. Купила апельсиновый сок такой. Это крапива я нарвала. И купила хлеб. Сразу нарвалась на такой хлеб, что он целый лет, который бывает вот такой вот цельнозерновой хлеб ржано-льняной.
полезный хлебушек. И такой отрубной купила еще хлеб. Так, ну, продуктов. А в этой аптеке, в принципе, мне много чего и не надо было. Мне нужна была поилочка. Вот она. И мне нужен был стартовый корм для цыплят. Но он такой вот крупный, я не знаю, пурина была, взяла 2 килограмма. Придется его разламывать для моих цыплят. Так, купила для обработки коровы и бычков вот такой вот препарат. Яйца чистить для инкубации. Да, я не сказала, что купила мед. Вот купила мед, вот такую баночку, купила ее, потому что в 2 магазинах мне сказали, что они не гарантируют, что он хороший мед. Если бы был хороший мед, я бы взяла и для нас дома. У меня закончился мед. Ну, взяла баночку, не знаю, мне нужно делать препарат для, ну, водичку для цыплят, которые у меня вывелись. Туда добавляется тетрациклин таблетка, таблетка фурацилина, кристаллик марганцовки. Это все заливается кипятком. Потом, когда уже водичка поостынет, добавляется столовая ложка меда. И в течение 5 дней их пропаивать надо. Ну, я, наверное, когда буду делать, покажу вам. Я уже делаю 2-й раз, не знаю, посмотрим, что будет. Вот так вот, друзья, теперь пойду я дальше, надо что-то готовить. Может быть, скорее всего, сегодня готовку и не буду сегодняшнюю показывать, снимать. Снова после обеда разболелась голова, если честно. Так что вот так вот. Ну, если буду снимать, то вы это увидите. Друзья, я в магазине покупаю так мало, потому что, в принципе, у нас в магазинах намного дороже. Все, даже эта ветаптека очень дорогая. Просто дело в том, что я вот каждый день собираюсь на рынок поехать или в оптовый магазин, но мне никак не получается. Все-таки покупать по многу в магазинах и переплачивать тоже не хочется, поэтому взяла понемножечку что-то. Дело не в том, что у меня нет денег, может, подумаете, а просто не хочется делать переплату, потому что, ну, все равно должна я поехать на днях и закупиться. Так, вот, друзья, у меня еще оставалось немножко времени до ифтара. Холодно, я прям замерзла, не поверите, просто вышла в одном платье. Посадила вот этот вот лучок здесь, вот в моем палисаднике, рядом с кухней, который. Это просто на зелень, поэтому и крупный, поэтому и очень часто посажен. Сейчас еще посею укропчик, у меня есть. И листья салата еще немножко есть. Там в огороде я сажала. Ну и здесь посажу. А здесь я действительно эту грядку постоянно, здесь не то, что грядку эту. Вообще вот этот вот цветничок тоже даже сажала, но в этом году нет. Мне бывает очень даже удобно. Вышла прямо с кухни быстренько, даже могу ночью выйти, потому что здесь светло бывает обычно. И нарвать то, что мне нужно. Каспер. У нас Каспер уже дворовым котом становится. Видите, уже целый день гуляет. Да еще на дерево сегодня залез, вон там сорока сидела. Каспер, ты у меня уже стал дворовый кот, да? Смотрите, какой большой он уже. Эти уже котищи. Ну-ка давай, засвети мордашку свою. Давай мордашку свою, давай. О, вот какой красавец у нас Каспер. Вот какой красавец Каспер. И посеяла я, друзья, петрушку, укропчик и салатик здесь как раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов, короче, получилось. Ой, нет, вру, салатик еще не посеяла. 3 ряда петрушки и 3 ряда укропчика посеяла. Салатик еще лежит. Сейчас буду делать еще 1 ряд. Ну вот, друзья, закончила я. Посадила, значит, 3 ряда укропчика, 3 ряда лучка, 3 ряда петрушечки, 1 ряд салатика. И все, теперь уже нам осталось чуть-чуть только подождать азан. Полчаса. Пойду накрывать на стол. Еда готова. Пойду накрою на стол. Ребята еще не приехали. Что-то, не знаю, задерживаются.
Вот так уже видно из-за того, что... А, нет, на телефоне не видно, что в мечети. А вообще-то, может, да, видно. Вот немножко видно, сверкает мечеть. Вот. Приблизила. Это медресе и мечеть заодно. Туда на таравих ходят мои мальчики. Ну все, друзья, уже моросит. Пошла я. Кто держал пост, чтобы был принят наш пост у всех, друзья. Да, Марфа Богу, побачить.